Яркое солнце и голубое небо – это заслуга тех, кто 75 лет назад принес стране великую победу. Один из них – Исхак Абдулович Ахмеров, разведчик-нелегал, работавший с 1901 года по 1976 в США. В разгар Великой Отечественной и после Исхак Ахмеров с супругой Еленой Ивановной поставлял ценнейшие сведения, лично завербовав агентов из американских спецслужб и Госдепартамента. Им, бойцам невидимого фронта, сегодня на Химкинском кладбище открыли надгробный памятник. Набрал, конечно, самые редчайшие кадры. И Екатерина Исхаковна мне дала из семейного архива материалы. Вот Хелен Лаури в шляпе. Это вообще очень редкие кадры. Церемония открытия, участие в которой принял Рустам Минниханов, прошла с воинскими почестями. Торжественности, в то же время теплоту событию добавило участие курсантов Преображенского полка и близких родных четы Ахмеровых. Хочу прежде всего поздравить с столетием этой Татарской республики. Я не была ни разу, но мои друзья, знакомые, которые были поражены чистотой и красотой этой республики. Имя Исхака Ахмерова рассекретили только через 25 лет после его смерти. Мы даже, может, не знаем, какая величина его вклада в победу в Великой Отечественной войне. Но мы знаем, что этот человек всю жизнь служил нашей отчизне, и мы гордимся, что вот великий сын татарского народа сделал так много, и мы всегда будем помнить. Памятник установлен на средства Татарстана. Фоном ему служит вертикальная стела с накладным рельефом из нескольких элементов: Бруклинского моста, символа Нью-Йорка и Америки, и двух силуэтов – Московского и Казанского Кремлей.